Белорусы очень похожи на евреев. Почему? Чувствую какое-то наебало. Да. Вспомни даже вот ЕПАМ в начале. Ты же понимаешь, мечта белорусов – это Швейцария. Не надо никакой морали. Это белорусскость. Да. Висели транспаранты «Сука умерла». А что это за народ, который без приватизации сгенерировал 60% ВВП? Вы там с Москвой договариваетесь? Я получил такое 4 чемодана хейта, потому что я покусился на святая святых Львов Беларусь. 3% это нормально. Люди бы там чуть ли не от голода помирали. Примитивное. Примитивно, но больше, да. Ну да, то есть по барабану. Ну такой почти совок. Уходим из мира машинного производства в информационное общество. Люди разные, не все равны. Надо будет научиться пользоваться демократией. Вы знаете, что часто за этот стол попадают мои друзья. Так уж повелось. Сегодня не исключение. Сегодня будет человек, с которым мы дружны с 94-го года, то есть 30 лет. Это страшно звучит на самом деле. Но, тем не менее, так уж нас судьба распорядила. Это человек, который меня всегда, как бы же это сказать, впечатлял вот таким позитивом. Он такой, типа, будучи депутатом, говорил, да, мы все сделаем. Там вот импичмент, блин, потом, потом говорит, там, институт приватизации менеджмента, да создам. Вопрос, что ли, блин. И вот так всегда, и кажется, что ему все дается легко. Но на самом деле ему все дается легко, на самом деле тяжело дается только его жене и детям. А ему-то легко. И это человек, который, как мне кажется, мог бы легко занять любой министерский пост, вообще любой. Вообще любой. Потому что он знает, что такое менеджмент. А это самая сложная наука в мире. Салат от моей любимой тещи. Берем банку шпрот, сливаем оттуда масло. И берем одну банку красной фасоли. Ее промываем водой, добавляем одну большую сырую морковку, натираем ее на крупной терке. Одна большая луковица, мелко порезанная, ее обжариваем и добавляем в салат. И еще добавляем 100 грамм тертого сыра. Все это заправляем майонезом. Можно смешать майонез со сметаной, можно взять нежирный майонез, нежирную сметану. И получается такой немножко олдскульный салат, но он незаменим как такой дополнительный салат на праздничном столе. И сегодня у меня в гостях Павел Данейко. Для меня Паша, но для вас, Павел, отчество я точно не знаю. Пожалел моих детей и жену. Значит так, поскольку мы с тобой бэби-бумеры из 90-х, сегодня у меня бедная кухня. То есть ты попал вот не в самый удачный день. Потому что здесь бывает, что вот так лежит свинья закопченная, а бывает, что вот сплошные консервы. Вот сегодня ты попал на такой день консервный. Ну, ты понимаешь, что время тяжелое. Ну да, но я чувствовал, что ты поел перед этим. Это хорошо. Так вот, сегодня я тебя хочу попотчевать консервами. Давай. Знаешь, как, чтобы вспомнили немножко молодые годы, какой-то там, когда не особо, килька в томате и прочее. К слову сказать, килька в томате у нас есть. Отлично. Я не знаю, сможешь ли ты ее есть? Ну, ты знаешь, волевое усилие, опять же, снимают, неудобно будет не есть. Значит, смотри, что я хочу сначала рассказать для начала разговора. Я давеча был в Нью-Йорке. Достаточно долго, и мы жили в съемной квартире, и когда однажды вышли из этой съемной квартиры, я увидел, что стоит вдоль улицы очередь. Я насчитал, что это больше 100 человек. Это прям очередь прям. Вот такая. И я думаю,
Что может мы с женой выходим? Я говорю, зачем очередь? Что это за бред вообще? Ну, думаю, может, какие-то новые кроссовки, которые можно тут же пихнуть там. Да. Ну, да. Да. И она говорит, пошли в голову очереди. И мы идем вдоль очереди, доходим до головы, там поп-ап магазин, который накрыт на неделю. И там продают консервы. И за ними стоит 100 человек очередь. А тебе, как не бизнесмену, а человеку, имеющему представление о том, как бизнесмены работают, вот тебе должно быть это интересно. Известный художник, на фабрике работают только женщины, все делается по экологически чистым этим. И эта очередь, это люди, которые делают следующее. Они покупают консервы, ставят камеру, открывают, идет распаковка, и они их едят и рассказывают о них. И собирают миллионные просмотры. Это какой-то новый мир, понимаешь? Я не думаю, что мы такие уж сильно с тобой консервативные, но это тот мир, который мы получили. Вот они вот так вот они делают на видео, показывают, потом ставят баночку, да. И при этом они предлагают какие-то сюжеты, как это сказать, приготовления, которые ты тоже не очень понимаешь, как работают. То есть они открывают консервы. Это у нас с тобой макрель. Открыли, несложно. Да. Теперь мы, к слову сказать, ты можешь попробовать кусочек в таком виде, но я тебе покажу, что делает человек, который вот так их, как это сказать, представляет на видео. Он берет яйцо, вот так разбирает. Прошу прощения. Засыпает сыром и ставит в духовку на 180 градусов. Типа все. То есть я типа приготовил еду. Тебя этот новый мир, я знаю, что ты такой всегда не робкого десятка и всегда очень спокойно как бы относишься к реальности, но тебя этот мир пугает или нет вообще? Да нет. Ты знаешь, я просто воспринимаю объективную реальность как есть, ну, без всяких. А то, что ты говоришь, ну, то, что когда-то говорили, что мы уходим из машинного производства, из мира машинного производства в информационное общество. И происходит значимая смена ценностных систем. Я пока салат наложу. Да, давай. То есть я всегда говорю, смотрите, кто главный человек в машинном производстве? Ну, токарь, ну, инженер, хорошо. Но что этот человек делает? Он делает то, что делал вчера хорошо. Он воспроизводит вчерашнюю технологию. Да. То есть он делает вчерашние идеи. И вот эти все идеи социалистические, там, и равенство там, и так далее. То есть нам по барабану, он токаря нанял, он еврей, мусульманин, христианин, по барабану. А кто в информационном обществе главный человек? Программист. По сути, креативит. Да, и он делает то, чего будет только завтра. То, чего вчера не было. Подожди, продукт. Ну вот смотри, Стив Джобс был не программистом, ну по большому счету. Он придумывал продукт, который выполняли... Послушай, он был программистом, он ставил задачу. Мы с тобой говорим про людей, которые создают это. Там разные роли есть и так далее. Но важно одно, что они делают то, чего сегодня не было. Нету. Ну да, и что вчера не было. Они создают будущее. И тогда возникает вопрос. Их характеристики IQ-шные, культурные важны, когда они формируют вот эти решения? Оказывается, важны. И тогда мы вдруг видим, что люди разные, не все равны. То есть нам вот это
идеологема равенства, которая была в машинном производстве, она такая примитивная. Примитивная, больше, да. Ну да, то есть по барабану. Ну такой почти совок. Да, и мы переходим сейчас в другой мир. И тогда вот этот мир, где индивидуальные ценности и твоя способность формировать свое социальное будущее становится твоя личная ответственность гораздо значимее. Но и тогда вот эти все социалистические штуки там, про равенство, про защиту меньшинств, они теряют тот смысл, который был. Почему? Потому что вот эти все элементы, мы противостоим капитализму, защитим тех несчастных, которые этот капитал. А тут вы все равны, как бы, вот в новом мире. Это ваша задача решать все это. И хорошо, я там, я серенький в крапинку. И раньше надо защитить, а сейчас, ну хорошо, будь сереньким в крапинку. Да, Мне абсолютно. Абсолютно. Вот хочешь быть зей, хочешь быть... Потому что вот это вот противостояние капитал-пролетариат, оно исчезло. Да? Вот это ощущение, что есть мощная сила, которая подавляет меньшинство, заставляет... Оно сейчас исчезает, потому что, представь себе, в США 40% работающих фрилансеры. То есть это люди, которые работают по контракту. Говорят, что цифра будет расти дальше. Динамика идет. Будет расти. Как адаптироваться и преуспеть в новом мире? Такой пример приведу. За всю историю капитализма было 3 системных кризиса. В 1825 году первый кризис перепроизводства в Англии, социальных систем адаптации не было, люди там чуть ли не от голода помирали. Да. Но потом в 1921-23, это когда там, до 27 я не помню уже, там тоже, соответственно, был мощный кризис, и тоже была безработица, но уже были социальные. А вот в 2008 общество не заметило это. Заметили те, кто деньги инвестировал. Да, абсолютно. Но все-таки там просел уровень. Ну, было, просело. Там но все равно не катастрофа. Да, не катастрофа. При этом в 80-х годах, если говорить, допустим, про Великобританию, у меня вот тут, я когда об этом рассказывал, я помню, как я получил такое 4 чемодана хейта, потому что я покусился на святая святых любого белоруса, на Маргарет Тэтчер. То есть почему-то белорусы считают, что она самый... То есть для меня... Я понимаю, когда это для меня, потому что Тэтчер и Рейган, это, собственно, те похоронили вот этот кусок говна Советский Союз. Да? И я, как бы, у меня понятное к ней отношение. Но когда был кризис 80-х, когда она начала закрывать предприятия, шахты и прочее, и потом она умерла, это было вот как раз, я уже жил в Великобритании, я видел, как в пабах, в провинции, вот особенно в тех регионах, которые больше всего пострадали, висели транспаранты «Сука умерла». То есть это такое, знаешь, для меня это было диковина, потому что для меня она героиня, которая помогла мне освободиться от какого-то ярма. Да? И я понимаю, что люди, для них мир был сужен до уровня их шахты. Ну, да. Сейчас этот мир раздвинулся? Или вот эти люди так и остались в своих шахтах? Не, ну ты понимаешь... Вопрос не в том, есть ли люди, которые получат неудобства от социальных трансформаций. Речь идет о том, какова их численность. То есть у тебя трансформация всегда будет формировать группу потерявшихся, но вопрос это либо вот то, что ты говоришь в 80-х, когда вот это закрытие, оно имело очень мощные социальные негативные последствия для этих людей. Либо мы имеем какую-то такую нормальную, приемлемую группу. Ну, например, мы говорим про безработицу, и, например, 3% это нормально, да, то есть это люди увольняются, переходят там и так далее, да. То есть, а вдруг потом бах, 15%, это уже проблема. А в Англии сейчас дефицит рабочих мест, по-моему, 1,5 миллиона. То есть дефицит рабочих, то есть людей из разных сфер, образование, медицина, сфера услуг, водители и прочее. И не хватает людей. То есть совершенно другая история. И тоже беда. Этот баланс, по-моему, недостижим. Да, поэтому мы идем в мир, где социальная адаптация будет гораздо более высокой. Смотри, возвращаемся к фрилансерам, да, то есть особенно молодежь, если двигается туда, да.
То есть они приобретают какую-то профессию, которая позволяет им работать в IT-мире, в интернет-мире. Да? Потом происходит некая динамика, они меняют это дело вместе с этой динамикой. Есть отдельные мыслители, которые рассказывали нам, допустим, Нордстром и Ридерстрале в бизнес-стиле фанк в 90-х предсказали вот эту всю историю, что я буду опускать ноги в тапки, и я уже на работе. Да? Да. Это они в 90-х предсказали, еще ничего этого не происходило. И, по сути, правительство могло бы послушать, прислушаться и расстелить эту соломку. Или не может такого быть? Или просто мы должны воспринимать этих футурологов как некую данность, ну и... Нет, ты абсолютно прав, но что значит в нормальном демократическом мире услышать? То есть, ну, так же, как и в науке открытия, да, то есть появились первые сигналы, никто еще не обращает внимания, а потом, когда оно стало массовым, вы все увидели, что это были люди, но у тебя есть процесс прояснения этого вопроса. Да? То есть появляются первые люди, вторые, третьи. Да. Дальше, конечно, мы можем допустить, что вот диктатор услышал эту мысль, там, бабах сделал, а в демократии это же надо провести, чтобы большинство услышало. Да, еще убедить. Да. Но, как история показывает, редко-редко авторитарные лидеры схватывают что-то новое. Обычно как-то они, наоборот, законсервируют. Ну да, они в основном говно накладываются. Поэтому это нормальный социальный процесс, когда появляются люди, которые видят что-то на 20-30 лет больше, чем мы. Да, но... Что-то, вот, условно говоря, наступил этот момент там, демократии в Беларуси, да, и начинаются некие трансформации. А что это будут за трансформации в Беларуси? Ты про госуправление, да? Я не только про госуправление, а... Ну да, наверное, все-таки про госуправление, поскольку они будут определять правила. Ну, понимаешь, это надо будет научиться пользоваться демократией, да. И это как бы... Это приблизительно 50-70 лет, да? Ну, я думаю, что можно где-то лет за 25 там... Ну, мы можем глянуть на Польшу, например, да, посмотреть, как здесь устоялась политическая система, да, как она плавала там. Знаешь, поляки все-таки... Помнишь, 2008 год, когда все пострадали? Не пострадали только Польша и Кипр. Да. Ну, Кипр, понятно, там накачали русскими деньгами, а здесь просто они не заметили. У них даже уровень никак не припал. Ну, потому что... Малый и средний бизнес. Послушай, ну, это страна, которая имеет 70% ВВП сгенерированного малого и средним бизнесом. То есть в Германии 46%. Да? Но, мне кажется, знаешь, что еще им помогает? Что им, в принципе, на всех насрать. Они никак не реагируют на мировые тренды. Они такие, типа, что у вас там беда? Ну, ребята, вы так трудно, и нам трудно. Но они адаптируются, да. Поэтому предпринимательство... У тебя чем выше уровень предпринимательства в стране, тем выше потенциал адаптационный. Понимаешь? Да. Крупная корпорация адаптируется гораздо медленнее и так далее. Поэтому у поляков это совершенно работает. Но вот давай вернемся к демократии в Беларуси. То есть, но этому надо научиться тоже. Но я всегда... У меня всегда вызывает как-то вопрос неспособность белорусов к межгрупповой динамике, диалогу. Ну, мы единственная страна, наверное, в центральной, может что-то изменилось, в Центрально-Восточной Европе, где не возникло ни одной закупочной ассоциации. То есть мы пытались, например, сделать объединение локальных розничных сетей, ну, например, там Могилевские, Витебская, там, ну, понимаешь, по 5-6 магазинов, ну, чтобы пиво покупать вместе. Оно же зависит цена от объема, то есть, не получилось. При этом, как бы внутри вот локальные группы все нормально работает, да. Я всегда смеюсь, вот представьте, мы в немецкой ситуации, вот там христианские демократы, ну, например, там выиграли и сделали с правыми. Потом следующие выборы, они на первом месте, но уже левые там. И они с левыми сделали. И как бы управляют страной. Ты представляешь, как в Беларуси собрались вот эти группы и договорились, ну да, ну вот мы... Очень сложно. Поэтому это будет
будет такой нормальный, ближайших лет 10 процесс построения навыка групповой динамики. То есть, да, я понимаю. И построение диалогов, да. А вот эта трансформация, она откроет новые возможности людям для реализации? Или это иллюзия? Ты имеешь в виду про экономику или про что? Да, вот как это сказать, качество жизни, да. То есть я белорус, живу в Беларуси, поменялась власть. У меня откроется больше возможностей, или это такая иллюзия? А на самом деле мне будет очень так трудно. Если будет более открытое общество, то, во-первых, это приведет к восстановлению динамики экономики. Мы имеем сейчас ситуацию, когда где-то с 2010 года, с 2012 примерно, белорусская экономика остановилась в росте. То есть есть 7 ведущих стран и доход на душу населения в 7 ведущих странах. И это единственный измеритель роста. Или мы догоняем, или не догоняем. Но вот с 2012 года мы не догоняем. В отличие от поляков, которые вышли на 94%. Да, у них 94% сейчас от этого уровня. Это очень мощная динамика. А мы как бы вот зависли на этом деле. Да? При том, что до этого, если сопоставлять польскую и нашу динамику, она была сопоставима. Да, так я помню, как поляки мне в 90-х годах говорили, я стажировался в газете «Выборчий», и мне говорили: вам повезло, вы быстрее войдете в Евросоюз, у вас все будет и быстрее, и лучше, и красивше. И по концовке вот такая история. Сейчас уже здесь заходишь в ресторан, такой: ребята, даже неприлично такие интерьеры создавать уже. Было на конференции в Стокгольме весной. И с Atlantic Council человек вышел и говорит: понимаете, я учился по учебникам истории, где про Россию писали эмигранты русские. И я с этих учебников знал, что Беларусь и Украина – это часть России. И ты понимаешь, вот он говорит: я приехал в 95-м году впервые в Украину и узнал, что есть другая концепция. И вдруг я стал понимать, что происходило. Когда ты сидишь с западными политиками, что-то обсуждаешь, рассказываешь про наши вызовы, наши устремления. И в конце они говорят: вы там с Москвой договариваетесь. Да. И я потом стал понимать, что они все заканчивали примерно по тем же учебникам. Конечно. Свои университеты. И они представляли... Ты помнишь книжку Грузинского «Большая шахматная доска»? Да. Там же есть Беларусь вообще. Да, там Узбекистан важная точка. У нас не было. Это было. И понимаешь, то, что я сейчас с ними встречаюсь, я вот всегда спрашиваю: какую долю ВВП частный сектор производит? Они говорят: 20%. Я говорю: 60, нормально? Это у них вызывает удивление. А у них еще, понимаешь, чего это? Они смотрят статистику. Вот поляки 70%, знаешь, сколько в Беларуси? 25%. Малый и средний бизнес 25%. Почему? Потому что по статистике 500 человек занятых, у тебя это крупная компания. Да. И она уходит сразу. Она уходит в другой. И у нас возникла кучу бизнесов на этом транзите Запад-Россия, которые по 500-600 человек, и они как бы типа крупные, а когда с русскими разговариваешь, они говорят: что это таким, это же мало бизнеса. То есть тогда я задаю вопрос: а что это за народ, который без приватизации сгенерировал 60% ВВП? И ты потом смотришь на наши характеристики ценностные, если взять мировой опрос там, и так далее. Получается, белорусы на 15-м месте в мире по своим экономическим ценностям. Любовь к частному бизнесу, готовность к предпринимательствам заниматься и так далее. По уровню доверия у нас где-то 45%. Да? То есть доверяешь людям или нет? Ну хорошо, у скандинавов 60-70, у немцев 40. То есть мы имеем среднеевропейскую... В принципе, неплохие цифры. А вокруг нас страны с гораздо более низким уровнем доверия. Вот это да. Ну, я еще веселюсь, когда говорю: у нас же еще и с мозгами нормально, потому что мы, например, по рейтингу IQ в этом году вошли на 7-м месте в мире.
Это шутка. Почему? Потому что мы там болтаемся до 20-го места, но в двадцатке. Ну, даже если в двадцатке. А потом есть еще интересные статистические данные. Если мы берем уровень технологического предпринимательства, интенсивность технологического, мы 20-е в мире, а перед нами США, Сингапур, то есть только развитые страны. Слушай, и это при правителе, который считал, что цех из бетона – это прям достояние народа. Не, ну ты понимаешь, это белорусская ментальность. Я часто говорю, что белорусы очень похожи на евреев. Почему? Потому что все время жили под чужим прессом и научились адаптироваться. Да. Комодский сейчас переводит в стихотворную форму белорусские народные сказки. И мы с ним, с Олесем, обсуждали первую сказку. Там, значит, волк, я точно не помню, там жеребенок. Он говорит, ну все, я тебя съем. Жеребенок говорит, конечно. Меня с детства воспитывали, что ты меня должен съесть. Я же готовился всю жизнь к этому. Волк и там, писатели писали. Волк типа так зажурбанился и это сбежал. Он овцу ловит, так говорит, конечно, ты меня съешь. Ну, потом еще кого-то ловит. И все говорят, да. И понимаешь, сказка заканчивается. Я говорю, Олесь, давай какую-то мораль, что надо бороться за... Он пытался написать так, потом мы обсудили, он попытался написать другую мораль. А потом что-то мы созвонились, и так он говорит, ты знаешь, не надо никакой морали. Это белорусскость. Да, это просто процесс. Нет морали. И посмотри, реформы начались в 2005 году, и было сделано много. Мы вошли в 30-ку стран. И тоже тут замечательный парень, Рустис есть такой, литовский профессор про Беларусь. И мы с ним дискутировали, он говорит, про Беларусь обсуждали. И он говорит, смотри, я студентов возил в Киев и в Минск, ну вот сейчас. И говорит, Минск им очень нравится. И говорят, чисто, аккуратно, все. Я говорю, Рустис говорит, это же диктатура, потому что. Я говорю, подожди. Вот смотри, на красный свет в Беларуси ходят. Нет. А вот был момент, когда это деревня двинулась в город, ходили и, значит, навели порядок. Он говорит, ну, конечно, диктатура. Я говорю, подожди, а в Грузии диктатура советская была или нет? Да. Может, важный момент был, что эта диктатура белорусская была? Да. То есть, понимаешь, наведение порядка. Да. А понимаешь, вот про переход на зеленый свет. В Великобритании вот буквально пару недель назад приняли закон, что ты можешь переходить дорогу где хочешь. Где хочешь, без светофоров. Потому что логика простая. Это твой город. У тебя есть мозги. Если ты видишь, что машин нет, переходи. И это то, что я такой же урок получил лет 10 назад от шведов. И я сейчас перехожу. Потому что они сказали, ребята, молодцы, а теперь вы ориентируетесь, и теперь можно двигаться, вот как ты говоришь. Да? Потому что посмотри, машин же... Но сначала нужно было понять, что есть правила. Ну, конечно. Для того, чтобы потом их ликвидировать и нарушать. Нарушать не... Поэтому я к чему тебе говорю? Что в этих условиях как бы антидемократических, да, мы получили работу над развитием экономики с двух сторон. И со стороны власти тоже значимо. Именно по той причине, что это было в рамках белорусской ментальности, это нормальное решение было. Я когда-то сделал оценку, да, наши эти первые секретари волокли в Беларусь правильное производство, и мы по уровню инвестирования на душу населения мы с большим отрывом в Советском Союзе. Да. То есть хлопцы... Достану нашу консерву. Да ты же покормишь меня хоть. У меня для вас есть сюрприз. Вот эта сумка, в которой лежат вот эти разные виды сардин. Известный художник сделал для этого иллюстрации. Здесь есть описание всего этого. И получить ее очень несложно. Просто подпишитесь на канал и в комментариях напишите
какой бы рецепт вы сделали с сардинами? Рецепт любого, пусть даже примитивного блюда. Мы разыграем эту сумку, и вы ее получите. И знаете, когда за рыбными консервами стоит очередь из 100 человек, ну, поверьте, это не самая простая история. Поэтому это вас ждет. Вот, смотри, все просто. Ну, что-то я уже просто заинтригован. Я тоже, причем это, знаешь, такая... Ну что, я режу пополам? Не, просто бери, ешь, и потом я подключусь. Да не, я не могу так это. Так сказать, ощущение, что я тебя объедаю. Вот смотри, оно уж осталось там. Да, ковыряйся. Яйцо раздави. Ты думаешь? Конечно. Ну, давай попробуем. Что-то. Опа. Пробуй сам. Ну, что тут американская инновация? Это, знаешь, такие, я понял, что сейчас очень много кулинарии. Это вот такое, как за 3 минуты сделать что-то, чтобы было неплохо, я тебе скажу. И сытно, и... Не ожидал. Потому что я же попробовал отдельно эту рыбу, и там как-то так она не пошла. Это совершенно нормально. Так, да. Мягко, приятно. Да. Вот смотри, ты был депутатом. Я уж не буду сейчас впадать в тонкости, потому что тогда мы познакомились и вели себя не всегда прилично. Даже в парламенте. Но в целом, это, я вспоминаю это время, я офигеваю. Что творилось? Ну просто что творилось вообще? Какие-то авантюры проходили. Это ваша группа. Сколько вас там? 18 человек, что ли, было? 18 человек, которые переворачивали этот парламент, а эти краснопузые и красномордые сидели такие и не понимали, как их поимели. То есть, и такие типа, а как это? Что? А почему мы все проголосовали за? Ну потому что вы ничего не понимаете вообще здесь. То есть, вообще здесь случайное как бы. И вот время... Вот я, как всегда, представляю вот эту динамику, если бы эта динамика разложить ее на все эти 30 лет, я не знаю уже, где бы мы были. Не знаю, там по-разному. Есть отношения у меня к этому сложные. Почему? Потому что диктатура может все-таки принимать решения и ни с кем не советоваться? Или... Мы могли пойти и по украинскому варианту. Когда... Коррупция? Коррупция. Слушай, белорусы такую коррупцию все-таки, как украинцы, никогда бы не потянули. То есть, в смысле, я имею в виду, фантазии бы не хватило. Ну, я с тобой согласен, что такого уровня, конечно, там оно как-то у нас просто неприлично считается. Но все равно это был шанс тоже такой. Ты знаешь, мы стояли на распутье, ты ж посмотри. Единственное, что спасало остальные страны Центральной и Восточной Европы от этого пути, это вхождение в ЕС. Да. И если бы была у нас правила. формулировка, что мы в ЕС идем, а тогда этой формулировки не было внутри страны. Все равно, то есть ты же понимаешь, мечта белорусов – это Швейцария, да. И тогда это абсолютно доминировало. Наконец, мы не будем входить ни в какую систему, будем сами собой. И что характерно, Лукашенко же система тоже придерживается этого сейчас. На первом этапе он не так думал, но потому что, помнишь, он же сказал, там, наша внешняя торговля 33%, 33% и 33%. Мы в 2019 году имели с Россией 39%. Внешней торговли. То есть практически мы почти вышли. Но если ты посмотришь на остальные страны, которые в ЕС не вступали, то мы получили тяжелую динамику. Почему это происходит? У тебя ключевая вещь в ценностной системе построения европейского государства – отношение к предпринимательству. Ну, конечно. Но смотри, я всегда спрашиваю. 2 утверждения. Ты, как предприниматель, создав новый инструмент, забрал у кого-то деньги, кого-то лишил денег. Я изобрел ткацкую машину и кучу ткачей без работы. Это плохо. С другой стороны, я создал ткацкую машину, и через 5 лет все носят дешевые шмотки,
которая раньше была, и вся экономика поперла. И это хорошо. И что характерно, и то утверждение, и то правильное. Да? Это, знаешь, как когда мы с тобой как бэби-бумеры анекдоты уже можем рассказывать, да? Можно? Можно. Сейчас что-то мне запрещают. Нет, можно. И знаешь, когда Эйнштейн едет в поезде, с евреем, и рассказывает, тут скажет, вы чем занимаетесь? Он говорит, я изобрел систему относительности. Он говорит, это что такое? Он говорит, ну вот, один волос на голове это много, а не мало, а один волос в супе много. Он говорит, ну вот и об этом. Он говорит, это вот с этими майсами вы едете в Одессу. То есть получается, что вот эти все концепты, в итоге вот эти балансы абсолютно нету, как бы. То есть получается, что поляки такие сказали вообще, да, давай. Смотри, что происходит при демократических реформах. То есть, если у нас очень высокий темп предпринимательский, то он может привести к тому, что многие группы потеряют. Да. То же самое, когда ты делаешь политические реформы и социальные. У тебя, создавая пространство для благосостояния и благополучия общества завтра, сегодня ты у определенных групп вызываешь проблемы. Конечно. Потому что меняется. Теперь представь себе, значит... Эти сообщающие сосуды работают херово. Подожди. У тебя должна быть поддержка реформ в парламенте, например, и в правительстве. Но если у тебя слишком высокий темп и количество групп, которые теряют много, что они проделают? Они объединяются и блокируют. И блокируют, конечно. Поэтому вступление в ЕС – это получение авторитарной системы снаружи, которая выбирает. Тебе и тогда правила, ты быстро продвигаешься по реформе. Этот путь, который тогда, вот мы в 90-м, да, он оказался сложнее немножко. Чуть-чуть сложнее, чем мы думали. И самое главное, то, чего мы тогда не понимали, что для меня было странно, потому что я посмотрел свои статьи, там, первые, это элитные группы, ценностные системы. То есть я писал про одно, а когда мы занимались реформами, я как бы действовал по-другому. Ну, то есть надо законы принять и так далее. Почему я в 2000-м перестал заниматься этой политикой? Потому что я понял, что нужно менять общество. И что мы сейчас имеем? То есть ты помнишь, книга Моисея, 2 поколения, да? И это значит, ценностная система меняется поколенчески. Если мы берем сейчас белорусов, 20-й год, весна, опрос, то 60% с лишним в возрасте до 35 лет полностью ориентированы на демократию и рыночную экономику. Там не полностью есть, и какой-то элемент советских людей тоже остается, это понятно. В группе 35-45 ну, примерно баланс. 35-45, там ниже 50, но советская не доминирует, там более расплывчатая. И 60 плюс, там, Советский Союз доминирует абсолютно. То есть мы еще лет 5, и мы получаем, даже в этой системе, когда началось это давление, остановить этот процесс вот такими методами невозможно. Там, потому что мы видим кучу сопротивлений вот этому режиму в поведениях, там, например, и так далее. То есть мы сейчас пришли в страну. То есть, если мы берем Лукашенко, его систему, его ценности и ценности общества, в 1994 году они полностью адекватны. Да. А на сегодняшний день мы пришли к ситуации, когда общество кардинально поменялось. Социальные, внутри люди, чиновники поменялись, а система крутится еще в более другую сторону. Я не очень понимаю вот этот сегмент вот этих людей про Советский Союз. С распада Советского Союза прошло 40 почти лет. 40. У вас кого? Что там? Сколько ему тогда было лет? 20. Первая любовь. Но прекрасная... Зубы все во рту. Зубы во рту. Да. Ты во дворе сидишь, с ней пьешь вино, целуешься. Там, и так далее. Ты пьешь хорошее, недорогое вино. Прекрасное. По 97 копеек, я помню. Чудные объекты. Да.
Мы с тобой очень старые. Ну и все это теплые воспоминания, что ты хочешь, это нормально совершенно. Поэтому... Да, я уже не воспринимаю этот фактор, что он как-то будет сильно сказываться на экономике или на это, вот эти все бывшие совки там и так далее. Я все-таки думаю, что вопрос, насколько мы адекватны вот этому европейскому маршруту. И что такое теперь? Если посмотри, как вот мое впечатление менялось уже несколько раз. Нам нужно входить в ЕС, нам не нужно входить в ЕС. Я все-таки сторонник того, что мы должны входить в ЕС. Но при этом я могу услышать и аргументы, почему нам, собственно, не нужно торопиться никуда. Да. Да. Ну, как тебе сказать, все-таки швейцарская мечта, она как бы неистребима для белорусов. Ну, конечно. Поэтому, но вот то, что я тебе говорил, хотя нам трансформироваться сейчас по сравнению с 90-ми будет гораздо легче и проще. Да. Но все равно остается эта проблема сведения интересов разных групп, которые будут терять в процессе трансформации на первом этапе. Да? Но количество их уже будет не такое, как в 90-е годы. Вот. А потом, но важный момент в этом европейском вступлении в ЕС – это наше четкое донесение миру своей европейскости. Конечно. Потому что мы все равно, ну вот смотри, по экономическим этим ценностям Россия 69-я, Украина была 73-й там, или 72-й. Ты понимаешь? Да. То есть белорусские ценности, которые связаны с рынком, с деятельностью, там с гомосексуализмом у нас негативные отношения, а вот... У нас же других проблем нет. Ну да. Это совершенно и то, что чиновники и поляки когда-то говорят, что белорусы могли бы войти в ЕС, и чиновники ЕСовские говорят, что ваш аппарат сработает, все будет нормально. Поэтому европейский выбор на сегодняшний день это еще результат политического развития вокруг нас событий. Да? Я думаю, что сейчас как никогда. Для меня окончательный толчок – это война в Украине. Да. Потому что до этого я все-таки, ну вот Беларусь, Швейцария – моя тоже мечта. И хоть ты тресни. Да. И понимаешь, идея Швейцарии в чем? Доить всех и никому не быть должным. Идея Швейцарии, она очень белорусская. Почему? Потому что у белорусов, у них же есть один принцип, да? Отъебитесь от меня, запикайте потом. И я все сделаю сам себе. Ну, все, не хочу я вас, посиди там. Я тебе даже зарплату буду платить. Да. И она швейцарская. Ты знаешь, есть еще одна совершенно необычная вещь, да? Европейский банк реконструкции и развития когда-то меня спросил, а почему белорусы не берут у нас кредиты? Мы оказались на последнем месте по стуканью «дайте денег». Сейчас один мой товарищ, который в Литве работает в очень хай-тек, такой, и он в парке литовском, где там говорят, гранты бери, да. Он говорит, не, мне не надо. То есть вот какая-то белорусская такая фишка, что... Расскажу тебе вот это то, что ты говорил, на свои силы опереться, не лезть, никто. Где-то начало 90-х, там 90-91 год, и такая была Элизабет Смедли, она представляла фонд... Да, ты знаешь. Кому ты рассказываешь? Да. И она представляла фонд Сороса. Это зрителям. И она, это у меня была очень успешная галерея, и она приходит в галерею, и на один из вернисажей говорит, Коля, можем мы поговорить? Я говорю, да, конечно. И мы втроем сидим, у меня в кабинете, значит, она, я и мой коммерческий директор Валера. Очень умный, очень спокойный, очень адекватный человек. И Элизабет говорит, я хочу вам дать денег. Я такой, на что возьму? А она говорит, я говорю, а что нужно? Она говорит, вы пишете заявку. Я вообще не знал, что это такое. Я вообще, какой-то бред, что это. И она пишет, говорит, вы пишете заявку, мы вам даем деньги, а вы потом пишете, что вы их потратили на это. Все. Я говорю, и все. Она говорит, да. Я говорю, в смысле, мэм? То есть просто я прошу, а вы мне денег даете? Она говорит, ну да. И Валера сидит такой и мне говорит, Колян, чувствую какое-то Вот это белорусская очень история, потому что
лучше давайте я сам, да? Опора на свои силы и максимальное устранение возможности давления на тебя. Да, вот да. это вот, что я впишусь, да. оно выработало вот этот момент. Абсолютно. Чем ты больше делаешь вот этих альянсов, тем сложнее потом ими управлять. Да, поэтому оптимизация альянсов и оптимизация по сохранению максимальной силы управления самим собой. Ну это же хорошая черта для белорусов. Ну, да. Ну, по большому счету. Да. Не, послушай, тут мы как бы попадаем в мир, где хорошее, нехорошее, оно не так звучит, ты понимаешь? Это звучит так: опираясь на эти качества, мы чего можем сделать? То есть вот это есть так называемая концепция национальной конкурентоспособности. Ее идея в том, что в бизнесе мировом нация достигает успеха, опираясь на свои определенные культурные характеристики, которые позволяют себе лучшим образом решать задачи, которые стоят перед этим направлением. Я всегда привожу пример автомобилестроения Германия и Италия. В Германии одна единственная Porsche премиум марка и спектр масс-маркета. Да, в Италии одна единственная масс-маркет Fiat, а дальше Maserati, Ducati и без конца. Да? Что могут делать белорусы? Программирование вот выползло наверх как бы... Не случайно. Не случайно. Почему? Потому что ты начинаешь проект, который закончится не тем, что ты думал в начале. Абсолютно. Тебе нужно согласовать разные подходы, разные группы. И вот эта белорусская характеристика диалоговости и умение прислушаться, то есть понимаешь, что вот это наследие, что мы могли и синагогу послушать, и мусульманское пение, и весь набор христианских разговоров, оно, ну я уже как бы удаляюсь назад, да. Но для меня еще до программирования это было интересно, когда вспыхнувшие в 90-е годы некоторые производственные наши компании, такие полухайтековские, да, они вдруг в 2000-х стали уходить из производства в инжиниринг. Да. То есть давайте, ребята, закажите, мы сделаем, подготовим конвейер для вас и передадим. Да? То есть для этих лидеров оказалось вот это вот создание нового, оно, вот это не повторять то, что, а создать. Знаешь, интересная штука. Я когда вот IT так анализировал ситуацию с IT, нашу историю, все это создание типа ВТ и прочего, и я все время приходил в мысль, где-то я это уже видел, да, и я вдруг для себя осознал, что я вспомнил, где я это видел. Когда мы начинали театр, мы начинали его не как театр, а как драматургический конкурс, который очень быстро стал самым крупным в Восточной Европе, потому что со всего совка, там из всех стран летели эти пьесы, по 700 пьес на конкурс и так далее. И вдруг начали забирать белорусы призы в разных странах на конкурсах, белорусские драматурги. И я думаю, что-то, вот сейчас я понимаю, что это напоминает. Это когда ты можешь создать продукт на коленке, отправить его куда-то, и он сработает там. И ты просто вдруг получишь дивиденды. То есть это приблизительно такая же была история. А белорусы молодцы в отношении посидеть и на коленке поработать. И программисты первые, они так и работали. Блин. Все это, ты вспомни даже вот тот же там ЕПАМ в начале. Это реально было вот такая... Ну, понятно, что все начинали примерно одинаково, да. И вот эта тяга к белорусов к креативности, к решению каких-то задач и так далее, она, как бы, по-моему, работает. И как ты думаешь, это реально, реально ли при измене ситуации вернуть тот же уровень IT, я не говорю вернуть людей, а вернуть как бы вот этот такой же высокий статус этой индустрии? Ну, или это опять десятилетия? Нет, это все довольно быстро можно сделать, потому что, но все равно, ты понимаешь, стоит задача трансформации образования высшего, школьного образования, математика и так далее. И финансирование науки, трансформация академии наук и так далее. Мы использовали тот потенциал, который был наработан
за там, 50 лет советской, да, где-то, ну, примерно за 50 лет назад, там, 45. Ну да, как раз вузы неплохие были, смекалистых людей дофига. Ну, ты понимаешь, вузы тоже были такие, сделанные под машинное производство. Да, конечно. Потому что, посмотри, когда в Советском Союзе надо было сделать атомную бомбу и ракету, что произошло? В Москве создали 3 новых вуза. МФТИ там, и так далее, где их объединили с конструкторскими бюро, и людей учили не выполнять технологию вчерашнего дня, а формировать вот эти задачи. Ну да, тогда поступить в какое-нибудь Бауманское было практически невозможно. Да, Бауманка, вот, пожалуйста, это классический такой новый вуз. А мы имели в Беларуси, в общем, такое советское образование, и его сейчас нужно менять вот под это образование. Да? Под образование, под создание людей-творцов, как бы, да, умеющих вести диалоги там, и так далее. И понимаешь, когда вот со мной начинают обсуждать экономические реформы, там, да, надо сделать, я говорю, ребята, не надо пугать людей экономическими реформами. Нужно четко сказать, что экономические реформы нужны для 2 вещей. Первое, чтобы мы сделали реформу образования, чтобы наши дети зарабатывали много денег. А почему надо деньги? Ну, потому что нам нужно вернуть PhD-стов наших, нам нужно преподавательский состав быстро переформатировать, потому что подготовка профессора 15 лет, значит, его надо купить и привести, потратить деньги на него. А вторая вещь, которую нужно сделать, это нормальная пенсионная система с нормальными пенсиями, чтобы вы, те 40-летние, которые сегодня... Да, не думали, что вы там помрете. Чтобы поменять экономику, и вы получали свою штукарь. И не будешь в поликлинике спрашивать, мне только спросить. Поэтому экономические реформы для решения 2 задач. Это для счастья наших детей, и второе для счастья нас. Мы уже с тобой старперы. Да, мы что же, да. Но для тех, кто 40-летние, они чтобы имели будущее. Ну, я тебя могу успокоить, старый конь борозды не портит, вот это все. Знаешь, оглядываешься, до конца борозду не видишь. Ты был первым человеком в мире, который объяснил мне, что экономика формируется, когда формируется рынок пива. Было такое, да. И я, ты представляешь, я до сих пор это помню, и я всегда на это, то есть понимаю, как это дало мне возможность представить, как это происходит. До этого я не представлял, как это происходит. Не, ну надо объяснить, что это такое. Мы как-то придумали индикатор для оценки рыночных реформ в постсоциализме. Это формирование единого рынка пива. Да, потому что в Беларуси сформировался единый рынок пива, когда возникли бренды, которые продаются по всей территории, где-то в конце 90-х. А вот если быстрее шли реформы, первое, что возникало для продукта, потому что при социализме пиво носило локальный характер. И очень гадкий. Да, так что... А мы так эту статью не опубликовали. А у меня уже опубликовано. Давай сейчас, знаешь, что пройдем? Давай пройдем блиц. Что такое добробыт? Ну, это, в моем понимании, это то, что я контролирую свою ситуацию и обеспечиваю семью. То есть мои все будут в пределе. Что делать в белорусу, чтобы стать богатым? Ну, працуют, тут вопросов нет. И это так... Я всегда говорю, вот если сравнивать Беларусь, Россию и Украину, да, белорусы зробят что угодно, любую машинку, любой продукт. А украинцы продадут что угодно, даже если это не работает. А русские деньги распилят, как нифиг. Ну и машинку уже... Но поэтому абсолютно как бы наша национальная ценностная система позволяет робить ценные, значимые вещи. Вот это Мстислав Ростропович однажды сказал хорошую фразу: талантливых до хрена, трудоспособных мало. А тут, ты знаешь, и трудоспособные, и талантливые, да, достаточно много. Чем белорусы отличаются от европейцев? Ну, от мы и сами европейцы, ну чем от... Ну, в европейской, ты знаешь, очень хорошая книжка, которую вот я сейчас прочитал, это «Самое странное в мире», да.
И там идет описание формирования европейской ценностной системы с использованием психологии, чего раньше не было, с использованием экономики, этнографии. Ну, мы можем взять европейское ценностное устремление, ценностное поведение на базе европейских ценностей. Это такое максимально протестантское, где следование правилам — это абсолютно. И он говорит, ну вот евреи тоже в европейской цивилизации, но они как бы вот все-таки договариваются. У нас есть еврейские характеристики тоже. Мы в европейской ценностной системе. У нас идиш было государственным языком. Но белорусы вот имеют вот эту особенность, что внутри все равно как-то договоримся, чтобы это не было жестко. А чем белорусы отличаются от русских? Ну, сосредоточенностью на своей деятельности, на семье, на вот этой, на праце, там, как бы, да, потому что, ну, вот это ценность, потому что для русских вот это доминирование, оно как бы очень важно. Я выпивал как-то с одним из замечательных... Когда еще выпивал? Да, русских, такой профессор, декан, там, с очень хорошими публикациями, и мы выпили, он говорит, ну вот мне не жалко, что вы без там, независимости, ну, говорит, одно меня расстраивает, нас русских бояться перестали. И я как-то выпал в осадок, понимаешь? И нужнее чем больше подумать, понимаешь? Да, поэтому вот для нас это странно, потому что, ну, как бы работа, мир — это абсолютно доминирующее белорусское качество. Поэтому вот тут различия как бы... А для них это не так важно. Если бы ты имел возможность воскресить какого-то исторического или там, общественного деятеля и добавить его в избирательный список на выборах президентских в Беларуси, кого бы ты... Не, ну меня надо ставить. Тоже ответ. Да. Не знаю, если серьезно говорить, то, ну, как бы, понимаешь... Люди звездили там, потому что их ценностные характеристики, их мышление оказывалось адекватно вызову, который тогда был. Сейчас вот тебе сходу как бы оценить вызов, который стоит перед нами, и посмотреть, кто там был, сложно. Да, сложно. И я как-то не привык смотреть из современников? В прошлое. Были яркие люди, которые решали там задания. Ну, например... Но это совершенно Саакашвили, например, ну, абсолютно. Это как бы там совершенно другая конфигурация вот, грузинских ценностей. Да? Мне было очень интересно, когда вот Марш Свободы делали тогда, мне надо было 1,5 месяца где-то болтаться. И Саакашвили в каком году, я не помню, был. И я как-то сгрузил уже, вот когда он стал президентом, год, а мы же в Тбилиси съездили там, и я рассказывал, что вот я уехал, потому что 1,5 месяца надо было не появляться, дела закрываются. Они говорят, что, закрыли? Я говорю, да. Он говорит, мы бы не закрыли, мы посадили тебя. И я выпал в осадок. То есть, ребята, вы демократию строите или что? Ну, понимаешь, о чем я тебе говорю? Поэтому, ты знаешь, ну, у меня нету вот таких приоритетов сейчас. Еще раз, просто я все время нацелен, чтобы понять вызовы, которые стоят. Да, понимаю. И если их не врубаешься, то ответ... Тогда проще вопрос. Кого бы ты хотел воскресить, чтобы провести с ним ужин? Ньютона. Исаака? Да. А что ты про яблоко спрашиваешь? Ты понимаешь, это ж надо было до такого додуматься. Все же остальное уже как бы проще. А когда эти яблоки валом валят, и вдруг понять, что они падают, это же все видят, понимаешь? Да. Ты понимаешь, о чем я говорю? Красивая история, это надо было как-то... Причем один, да? Ну, а все остальные что? Поэтому я всегда, когда думал, это вот что-то в нем такое было. Кто белорусский секс-символ? Что-то Барткевич крутится в голове. Барткевич? Ну, у меня такой коллективный портрет песняры. Вот. Абсолютно, я согласен. Это как бы вот... Периода рассвета, это просто бомба. И вообще надо понимать их вклад. Недооценены. Оценены тем поколением, нашими поколениями. Сейчас недооценены. Ты понимаешь, это же... Не очень понимают феномен, потому что уже таких много групп, которые... Ты понимаешь, я еще смотрю на эту динамику. Ну вот, как бы,
Там в 80-м, я помню, с Винцуком вечеркой мы там в году 84-м что-то обсуждали про мову. И тогда хлопцы все, вот тогда началось это. Да, и мы были первым поколением городским, которое имело еще имело дедушек и бабушек, которые в мове были абсолютно. Сейчас. И потом для нас тоже было важно песнyaровское влияние, потому что это было открытое мова, ну то есть да, и при этом это, ну не калька, но это отсылки, огромное количество отсылок к западной музыке. Ну то есть это было как бы важным таким, что мова это не... Потому что она же была вот этот период, что это насмешек самое ужасное. Там, а тут вот типа мова, они дали другой статус. Да. А сейчас проблема, ты знаешь, я сталкиваюсь с людьми, которые выросли в русскоязычной семье, и у них не было дедушек и бабушек, которые, и для них это, и для них вот нужен какой-то такой импульс про мову тоже. Там. Я недавно как-то ужинал с человеком, который белорус и не знал, что такое качка. Это для меня был вот такой толчок подумать над этим. Я однажды спросил у одного своего русского друга, что на его взгляд такое пательня. И он сказал затылок. Ну да. Что такое Беларусь как бренд? Или что бы ты хотел, чтобы стало Беларусью как брендом? Мы решаем задачи. Красивый слоган, кстати. Кстати, красивый слоган, да. Он настолько очевидный, кажется. Да. Я, в смысле, у меня же диплом брендолога с Стокгольмской школы экономики. Да, если кому-то надо... Да, обращайтесь, потому что недорого. У меня 10% моих... Ладно, договорились. Сказал бы 20, не договорились. Ну, торговались бы. Да, и вот сегодня у меня был Паша Данейко, и человек, который научил меня, когда ты видишь бутылку пива, пойми, как создается рынок пива в стране. Единый. Да, и мне кажется, что очень важные для нас какие-то мы сегодня темы проговорили, знаешь, до которых руки не доходят всегда, но вот они... Мне кажется, что эти темы очень скоро станут очень актуальными. И вот за это понимаешь, за это и выпьем. Я хочу тебе сказать, что за перемены в стране, потому что мы на пороге перемен. Да. То есть система социальная должна быть в балансе. И будем искать баланс.